Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем работать над новой темой. Сегодня мы продолжим работать с модификатором Mirror, но перед этим мы рассмотрим еще одну новую информацию. Это то, что Blender является многооконной программой. Что это такое, мы сейчас рассмотрим на примере, вообще зачем это нужно, да, вот это мы сейчас с вами пройдем. Для начала я хочу объяснить, что такое окна. Сейчас мы видим как будто бы окно одно, а есть справа у нас меню, да, вот здесь есть меню, вот справа, и даже вот внизу тоже есть панель меню. На самом деле это не так, это не меню, а это окна. Что это такое? Давайте я вам продемонстрирую. Я сейчас открою вам новое окно, я потянула правый верхний угол и сделала новое окно. Я такие окна могу делать много, могу снизу, слева, справа разделять окно. Как это делается? Надо будет вам попрактиковаться, попробовать самим это сразу сделать, потому что это достаточно сложная тема в плане именно практики, да, то есть это понятно, но когда вы начинаете сами это делать, возникают трудности, как сделать новые окна, а потом как их закрыть. Вот, давайте еще раз посмотрим, я каждый шаг буду объяснять, чтобы было понятно. Видите, даже у меня вот получилось сейчас очень много окон, и я не могу сейчас их, постараюсь сейчас их все закрыть и объяснить вам. Так, вот и вот. Итак, мы берем наш курсор мышки, наводим его на верхний правый угол до тех пор, пока курсор не поменяет свой вид и не станет в виде крестика. Также мы можем углы хватать не только сверху, но и снизу, справа или слева, верхние или нижние углы. Это происходит в углах. Когда курсор поменял свой вид, мы берем правую кнопку мышки и тянем в противоположную сторону. У нас образуется второе окно. Если мы хотим закрыть, мы должны все это сделать, но наоборот. То есть взять, схватить за угол правой кнопкой мышки и потянуть в противоположную сторону, куда мы собираемся окно закрыть. Обязательно вот попрактикуйтесь, ничего не бойтесь, пробуем, делаем. Происходит это все равно, нужна практика, да, чтобы наработать этот навык открывания окон. Для чего это нужно? Во-первых, окна у нас могут быть совсем функционально разными. Что это значит? Сейчас объясню. В данный момент у меня 3 окна, и они показывают все одно и то же, да, то есть мы видим один и тот же куб с одной и с той же стороны. Но на самом деле, если я курсор подведу, например, давайте я сделаю еще одно окно к первому окну и нажму кнопочку 1, и я могу увидеть фронтальный вид, то есть вид спереди на куб. Также троечку нажимаю, вижу справа, да, и могу также настроить, чтобы у меня был вид еще сверху. Нажимаю на семерку на нампаде. И у меня есть 3 вида, плюс 4-й вид, это у нас изометрия. Так как моделирование у нас трехмерное, кому-то удобно моделить таким образом, особенно для профессионалов, которые делают какие-то точные работы, чтобы контролировать каждый шаг, хорошо видеть его со всех сторон. Это вот в таком случае, да, видите, потому что я делаю какое-то изменение и вижу его со всех сторон. В данном случае у нас окна, все 4 окна, они повторяют свои функции, и в таком случае можно, в принципе, обойтись одним окном, чтобы это моделить. В каких случаях надо открывать другое окно? Сейчас я лишние окна закрою, и мы посмотрим. Вот сейчас мы вернемся шаг назад. Вот я в окне моделинга, но есть еще и другие, абсолютно другое функциональное окно. Оно открывается вот здесь, в верхнем левом углу. Когда мы нажимаем на изображение сетки и шарика, мы можем увидеть, что у нас выходит большое такое меню,
который применяется при разных ситуациях. В данный момент мы просто делаем моделинг, как бы поэтому нам другие окна не нужны. А вот когда мы перейдем к таким темам, как материалы, настройка материалов, настройка текстуры, нам понадобятся абсолютно другие окна. А также совсем другая тема — это у нас анимация. Когда мы начнем анимацию, нам понадобится сразу несколько окон. Поэтому аниматоры работают сразу в 3-4 окнах открытых, потому что так удобней. А сегодня мы используем только 2 окна. Давайте мы сейчас аккуратненько тянем и вытягиваем второе окно. И здесь настроим второе меню. Нажимаем на верхний правый левый угол правой кнопкой мышки, и открывается список меню. Выбираем там Image Editor, то есть редактор картинки. Нажимаем туда и видим, что здесь окно абсолютно другое, отличается от нашего левого окна. Здесь нет у нас модельки. И обратите внимание, в блендере все работы, большинство работ происходит с помощью не только меню, но и горячих клавиш. И тут надо быть аккуратным и смотреть, где у нас курсор стоит. То есть если я вот здесь двигаю куб, нажимаю на клавишу G, да, Grab, то здесь он уже не работает. То есть можно подумать, что я моделью, случайно курсор не туда ушел, и как будто бы программа не работает. Поэтому, когда мы работаем с большим количеством окон, надо следить за своим курсором, где он, в каком месте он сейчас находится. Теперь мы переходим к нашему второму окну. Что мы здесь видим? Это редактор картин. И здесь мы можем картинки редактировать, открывать их или добавлять новые, делать самим. Сейчас мы будем открывать, то есть здесь есть кнопочка Open. Откроем. Я заготовила заранее картинку, которую мы сейчас откроем с вами. Картинку эту можно будет скачать в описании, будет ссылка в описании видео, и оттуда скачаете картиночку. Теперь мы смотрим это меню, где мы открыли, собираемся открыть картинку. Слева у нас находится меню, в котором у нас отображаются наши диски и наши системные папки. Это очень удобно, это появилось в новой версии, что здесь очень много папок теперь. Если вы в старой версии сидите, возможно, здесь будет только Desktop и, не помню уже, по-моему, Home, да? Дальше у нас идут документы, загрузки, музыка и так далее. Я же сохранила свою картинку в папке рисунков Pictures. Вот они. Здесь мы находим картинку замок. Я ее открываю. И посмотрите, мы здесь в правом окне видим картинку. Зачем это нужно? Зачем нужно вот так открывать? Это на самом деле очень удобно. Мы сразу видим модель, с которой мы собираемся работать. Потому что в 3D-моделировании чаще всего мы работаем с референсами. То есть картинками, которые мы собираемся делать, да, моделировать уже похожие работы. Это может быть также ваш скетч, то есть вы можете нарисовать от руки какую-то модель и открыть ее, смотреть на нее и моделить. В данном случае это рисунок взят из интернета. Мы будем с вами моделить замок. Этот замок будет функционально состоит из 2 частей. Это у нас башня и стена. Ну, давайте, чтобы урок у нас не затянулся слишком долго, на этом уроке мы поработали с окнами, узнали, как они открываются, зачем это нужно. И на следующем уроке мы продолжим, уже начнем моделить вот этот замок и будем работать с модификаторами. Все, спасибо за внимание. Если что-то непонятно, пишите внизу комментарии, спрашивайте вопросы. Всем спасибо.